Воплощая в жизнь тему народного единства, на этой неделе на ВДНХ открылась международная выставка «Форум Россия». Ее участниками стали все 89 субъектов Российской Федерации, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Ульяновская область разместила на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину. Республика Саха-Якутия продемонстрировала интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир». Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России. Один из самых масштабных стендов, конечно, у Татарстана. Наша экспозиция в 130 квадратных метров. Тут и светодиодный экран со смысловым наполнением в стиле «было, стало, будет», раскрывающий историю республики и ее народа, а также будущие проекты. Здесь и интересная детская интерактивная площадка со стеной «Раскрась Татарстан», где дети с помощью фломастеров раскрашивают узнаваемые объекты и персонажей Татарстана. Одной из активностей стенда стала велопрогулка по Казани. Посетители могут осуществить виртуальную велопрогулку по утреннему городу. На весь период проведения выставки до 12 апреля запланированы культурно-развлекательные, образовательные и деловая программы. Выставка станет площадкой для крупнейших мероприятий страны. В Дни регионов каждый субъект России презентует свои достижения в различных сферах. Наш день 2 декабря, но стенд уже открыт и гостей много. Все подробности с открытия выставки и всех заложенных смыслах из Москвы Дина Газалеева. Как только попадаешь в выставочное пространство, первое, что встречает всех гостей и посетителей выставки «Россия» – стенд Республики Татарстан. Красивая, очень оригинальная сфера с национальным узором, подсвеченная изнутри, всегда полна гостей. Эта сфера стала визитной карточкой стенда республики, а ее внутреннее пространство – местом встречи, особенно для молодежи. Татарстан сделал акцент на мультимедийное оформление, и юные гости выставки в восторге. Тут есть все, чтобы увлекательно провести досуг. На тренажеры для юных гонщиков стояла очередь. Мне было интересно, сложно, но я старался, машину раскручивала, закручивала, но я все равно пытался. Мы первый раз сюда пришли, нам интересно, хочется посмотреть и попробовать, как это в реальности. В реальности потренироваться в борьбе куреш тоже интересное занятие. На стенде Татарстана это происходит весьма увлекательно. Артем Ведушкин из Нижнего Новгорода мимо не прошел. Любопытно попробовать, интересно послушать. Таким образом, на стенде республики на выставке России с какой стороны ни поверни, полезная и интересная информация о культурных традициях нашего народа. А для интеллектуального развития и экскурса в историю тоже есть все необходимое. Самые главные, самые ценные памятники архитектуры Татарстана сегодня представлены здесь, на выставке России. С ними можно ознакомиться, почитать все подробно, посмотреть слайды, например, Раивский Богородицкий монастырь или чертово городище город Елабуга. Всех приглашают в гости, пригласили сегодня даже меня посетить Татарстан. Вот такая чудесная девушка в таком чудесном платье. Приезжайте к нам, всегда вам рады. В день открытия принято дарить подарки. На стенде республики всем раздают тематические воздушные шары и открытки с самыми красивыми и знаковыми объектами Татарстана на выбор. Мне приятно находиться рядом с Татарстаном. Вообще мы территориально рядом, мы здесь рядом. Артем Сдунов, глава соседней Мордовии и ранее татарстанский министр экономики, не преминул заглянуть к нам по старой памяти в гости и поделился своими впечатлениями от увиденного на ВДНХ. Посмотрите, первый день, столько людей. Я смотрю, привозят преподаватели школ, просто своих детишек привозят. Очень интересные отраслевые у нас стенды у Росатома, там, у Минприроды, у других. Ну и посмотрю, что делают регионы. Каждый пытается удивить. Вот и мы тоже. Пришли на выставку!
выставку вестимо! Тогда не проходите мимо! Душевность. Такой термин приходит на ум, ведь на выставке буквально каждый регион привлекает именно душевностью, чем-то таким, что западает в сердце и уже никогда не потеряется. И помимо новых разработок и презентованных идей, после осмотра выставки появляется устойчивое чувство. Мы действительно едины, и мы одна большая семья. Белгородская область креативно, зрелищно сделала акцент на военной тематике. Дети собирают тематические пазлы, соединяя этим и историю нашей страны, и регионы в единое, нерушимое целое. Символично то, что проходит выставка России в таком креативном формате именно на ВДНХ. Ведь здесь исторически, во времена Советского Союза, постоянно работала выставка достижений страны Советов. Благодарю вас за шанс сделать фото с человеком. И сегодня здесь, внутри павильона, новейшие железнодорожные составы в натуральную величину, роботы и симуляторы авиакабин. А с помощью VR-очков каждый желающий может ощутить себя супернефтяником. 89 регионов страны, 21 министерство, 19 крупнейших компаний. Выставочная экспозиция не ограничивается одним павильоном. И за день все никак не пройти. А если еще в планах посетить мастер-классы, встретиться со звездами, послушать выступления топ-чиновников, а потому велосипеды очень пригодятся. Тут мы находимся в республике Татарстан. Стенд выполнен в очень красивом стиле. Вот такой вот замечательный шар. Вот мы и вернулись на стенд Татарстана, потому что некоторые вместо длительной прогулки по выставке выбрали велопоездку по Казани. Очень красивый город. Я первый раз была в этом году в июне с внуком. На день рождения мы его возили. Очень хорошие были впечатления. А вот по тем местам, где я сейчас проезжаю, мы не были. И поэтому очень здорово и очень впечатляет. С 9 ноября на ВДНХ заработает еще и особая ярмарка, на которой будут представлены товары из регионов. Чтобы ничего не пропустить, нужно быть в активе. Ну а чтобы увидеть выставку России практически как на ладони, ну или хотя бы ближайшие стенды, можно в прямом смысле подняться в небо. Рязанская область так порадовала всех посетителей выставки, установив такой чудесный аттракцион. И я, конечно, им тоже воспользовалась. Ну что, полетели? Дина Гзалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, Тимур Тимирьянов, Марат Закиров. 7 дней.